Добрый день, это передача «Акцент». В студии работает Анивера Акимова. Сегодня у нас в гостях министр имущественных и земельных отношений Евгения Васильевна Григорьева. Евгения Васильевна Григорьева, министр имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия, окончила Рижский институт инженеров гражданской авиации, действительный государственный советник Республики Саха-Якутия первого класса, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день сколько заявок поступило на оформление дальневосточного гектара? На сегодня у нас уже количество заявок превысило 8 тысяч, где-то порядка уже 8350. Причем это заявки, которые поступают и через федеральную информационную систему, и на бумажных носителях. Из них где-то порядка 250 это заявления на бумажных носителях. То есть мы все равно еще остаемся лидерами по Дальневосточному федеральному округу по количеству заявок. А в каких улусах наблюдается большая активность в оформлении бесплатной земли? Насколько мне известно, это Хангаласский улус, да? У нас на сегодня 9 улусов, которые являются лидерами. Из них, конечно же, пока на первом месте это Хангаласский улус, это Мегино-Кангаласский, это Нюрбинский. Кроме того, еще из уполномоченных органов, если взять, это еще департамент по лесным отношениям, потому что 84% у нас это земли лесного фонда, и граждане, они, конечно же, на сегодня имеют интерес освоения вот этих вот участков лесного фонда, к которым раньше доступа не было. А в северных улусах? В северных улусах буквально единичные заявки есть. Тут еще же нужно иметь в виду, что очень много населенных пунктов у нас, они как территории традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, они не подпадают под сферу действия 119 федерального закона. Да. Насколько мне известно, на первых порах были проблемы с получением дальневосточного гектара через сайт. А сейчас как дело обстоит? Проблемы они и сейчас есть. К сожалению, при этом нужно сказать, что вообще вот подача заявок через федеральную информационную систему, это вообще вот для Российской Федерации это уникальная процедура, поскольку аналогов у нас еще не было, чтобы через такую вот глобальную информационную систему граждане могли подавать заявления на предоставление земельных участков без взаимодействия с чиновниками. И поэтому, поскольку и схема, порядок предоставления земельных участков, подачи, он сам по себе нов, свеж, уникален, конечно же, и сама по себе система тоже новая, конечно же, здесь есть технические разные неполадки. Первое время сбоев было очень много. И это не только в городе, да, в Якутске? Это вообще в целом. Сама федеральная информационная система, держателем которого является Росреестр на сегодня, как ответственное лицо, у них были технические проблемы, связанные вот именно с отладочным процессом этой системы. Справедливости ради надо отметить то, что все те ошибки технического плана, которые направляют не только вот мы, как уполномоченные органы по мониторингу, но и сами вот граждане, заинтересованные лица, они устраняются. Но есть еще определенные системные проблемы, конечно же, которые они собираются, Росреестр, как заказчик уже планирует устранять уже в 2017 году, с учетом нового технического задания, по которому они уже будут проводить новые работы. Это, например, есть определенный момент, связанный с тем, что у нас до сих пор еще не решен вопрос фиксации в федеральной информационной системе заявок, которые поступают в бумажном виде. Очень серьезный момент. И поэтому специалисты уполномоченных органов, они, конечно же, как всегда, как наши люди, они нашли выход из этой ситуации, но тем не менее, конечно же, было бы лучше, чтобы сразу же заявки, которые поступают на бумажных носителях, они могли тоже также специалистами формироваться в самой федеральной информационной системе.
Есть проблема, связанная с тем, что заявки они поступают не в поселение, а поступают в районы, и специалисты районов вынуждены распределять эти заявки уже между поселениями вручную. То есть здесь тоже, получается, требуется определенное время для того, чтобы, как говорится, специалисты могли отработать. Если взять тот же самый Хангаласский район, то получается, что специалисты района именно первые приняли на себя вот эту вот волну большую заявок, которые они распределяли по населенным пунктам своим, по муниципальным поселениям. Нашими специалистами были направлены предложения в Росреестр, каким образом можно избежать и каким образом можно было бы обеспечить подачу документов сразу же в кабинеты самих поселений. Это принято на вооружение. Сейчас Росреестр отрабатывает вместе с разработчиком. И еще есть определенный технический нюанс, связанный, очень серьезный и очень важный для нас. Это проблема со смещениями наших земельных участков, со смещениями координат в публичной кадастровой карте территории нашей республики. В данном случае получается, что большинство отказов, оно как раз связано именно с этим. Да, то, что граждане не формируют свои земельные участки. Если смотреть на ФИС, то получается, как бы там пусто. На самом же деле получается, что есть уже земельные участки, которые уже оформлены, и просто здесь вот эти вот оформленные участки, они смещены. Росреестр обещает, что так аналогичная проблема была у Сахалинской области, и когда был пересчет границ и проводились вот именно эти корректировочные работы, Росреестр начал эту работу в Сахалинской области, и по их заверениям они завершают эту работу на сегодня и переходят на работу именно уже к нам, в республику. Вот, но с учетом того, что территорию Сахалинской области они обрабатывали больше, чем полгода, конечно же, есть риски, то, что эта работа, она у нас тоже будет иметь длительный характер. Несмотря на все те встречи, переговоры, которые мы проводим с Минвостокразвития, с теми видеоконференц-связями, которые у нас идут с Росреестром, с Агентством по развитию человеческого капитала, как с уполномоченным органом, обращаем внимание вот на этот серьезный момент, пока мы получаем только, как говорится, заверение и гарантии, что эти работы будут выполнены. Но вместе с тем мы вместе с нашими гражданами переживаем все эти процессы, да, и просим, чтобы уполномоченные органы, сами муниципальные образования, конечно же, они отслеживали вот эти вот заявки и в натуре вот сами земельные участки и отрабатывали их все-таки с гражданами в таком ручном варианте старались. Но конечно же, вот в связи со всем этим мы и направляли предложение, чтобы, так сказать, отсрочить начало третьего этапа, чтобы уже с 1 февраля, да. Боюсь, что мы не успеем, якутяне не успеют оформить бесплатный. Как говорится, у нас требования по поводу регистрации и оформления, они идут с 1998 года. Закон о государственной регистрации вступил в силу федерально еще в 1998 году, был принят в 1997 году. С учетом того, что на дворе 2016 год, у нас было достаточно времени, чтобы оформить свое имущество. Но сейчас, да, конечно же, очень многие спохватились и в спешном порядке оформляют, да. Евгения Васильевна, на очередном пленарном заседании парламента Республики Саха был принят проект постановления Государственного собрания Ултумен о прогнозном плане приватизации. Так, какие объекты и предприятия будут приватизированы на следующий год и последующие годы? Так, у нас существует разграничение полномочий в соответствии с нашим законом Республики об управлении государственной собственностью, о приватизации государственного имущества, где установлено, что вопросы преобразования государственных унитарных предприятий в акционерные общества, вопросы приватизации наших активов стоимостью свыше 100 миллионов рублей – это исключительная компетенция Государственного собрания Ильтумен. В отношении же имущества и акций, которые до 100 миллионов рублей по номиналу, да, здесь компетенция правительства республики. Хочу сказать, что в Российской Федерации, согласно их правилам,
вопросы приватизации относятся исключительно к компетенции исполнительного органа, то есть правительства Российской Федерации. У нас вот такое вот есть в республике разделение между законодательной ветвью и исполнительной ветвью властей. И, соответственно, получается, что вот мы в этом году, принимая прогнозный план приватизации, мы приняли впервые его на 3 года, так же, как и бюджет на 17, 18, 19 год, провели инвентаризацию всех тех активов, которые были ранее включены в прогнозные планы приватизации. И надо отметить то, что в соответствии с тем законодательством, которое у нас было ранее, вся приватизация, она осуществлялась с учетом еще тех мохнатых, скажем, прогнозных планов приватизации, которые у нас существовали с 2002 года. Сейчас же у нас каждый раз этот план приватизации он будет актуализироваться, то есть граждане, заинтересованные лица, организации, они будут иметь возможность наблюдать, что каждые вот 3 года, то есть мы не будем там вытаскивать, как говорится, из левого рукава какое-то предприятие, то есть актуализация, она будет раз в 3 года. Соответственно, внесение изменений тоже, это все будет уже четко обозначать, что те активы, которые у нас есть в прогнозном плане приватизации, значит, вот они заявлены. Таким образом, у нас 5 государственных унитарных предприятий сейчас в очереди вошли, вернее, вот, в виде проекта на преобразование из организационно-правовой формы государственного унитарного предприятия в акционерное общество, но в результате обсуждения из этих 5 у нас ГУП БИЧИК был исключен по предложениям народных депутатов, но вот сейчас вот в ходе различных обсуждений мы видим, что все-таки здесь произошло некое недопонимание, потому что мы еще раз вот объяснили депутатам, что здесь речь идет не об отчуждении, не о продаже, а наоборот о выборе более прозрачных способов управления, о расширении возможностей самого предприятия БИЧИК с точки зрения вот возможностей развития. И, соответственно, получается как бы и усиление контроля государства за деятельностью БИЧИК. С учетом того, что мы достаточно вот последние годы очень активно, сильно поддерживали БИЧИК с точки зрения именно обеспечения материально-технической базы, то, опять же, готовность БИЧИК вот именно к переходу к новому статусу, она очевидна. И сам менеджмент самого предприятия, это подтверждает. Ну и плюс это будет готовность к новым изменениям законодательства о закупках и так далее, что поскольку вот все-таки для специалистов есть разграничение понятия закупки осуществлять либо по 44-му федеральному закону, либо по 223-му ФЗ, который он все-таки больше ориентируется на коммерческие организации. С точки зрения же отчуждения акционерных обществ, есть совершенно небольшие активы, тоже, которые уже были ранее в прогнозных планах приватизации, были акции Сахабут, которого тоже ранее достаточно проходило активное обсуждение, опять же, с точки зрения поиска будущих инвесторов. Я думаю, что жители города Якутска, они уже отмечают, что Сахабулт, он действительно вот в связи с изменением менеджмента, в связи вот с изменением некоторых моментов и по сбытовой политике, по производственной деятельности, он сделал шаг вперед. Вот. И следующий шаг, это, конечно же, была бы модернизация кожевенного производства. Здесь нужны конкретные инвестиции, конечно же. Поэтому с учетом того, что государство все-таки это социальная, в первую очередь, функция, вы видите из бюджета, что в основном у нас расходы идут на социальную часть, конечно же, здесь при том, чтобы был бы привлекательный инвестор, мы могли бы, как говорится, ему предоставить. Депутаты тоже посчитали, что пока это преждевременно, мы будем... И тоже не утвердили, да? Да, и тоже его исключили. То есть мы будем дальше, как говорится, тоже с депутатами работать, объяснять, что все-таки мы работаем совершенно в новых экономических условиях, совершенно новая экономическая формация, совершенно четкие определенные задачи государства, поэтому бизнес, он все равно остается на месте. Наоборот, приход новых инвесторов, он все-таки это новые какие-то течения, и, соответственно, получается, что предприятия становятся самодостаточными.
А для государства важно, чтобы предприятие платило налоги, сохраняло рабочие места и, соответственно, развивалось дальше. Хорошо. А что вы скажете насчет продажи акций Алроса-Нюрба? Насчет продажи акций Алроса-Нюрба, да, это было предложение группы народных депутатов. Да, да. И оно касалось именно возможности использования данных акций как ликвидных с точки зрения его использования в качестве обеспечения. Причем, наверное, вот символично то, что с предложением именно вошли те депутаты, которые являются руководителями хозяйствующих субъектов, руководителями коммерческих предприятий. И понимая, что для любой организации при получении кредита требуется обеспечение, соответственно, и был поднят этот вопрос именно об использовании его как инструмента. Потому что не секрет, что многие экономисты и финансисты, они упрекают именно государство в том, что активы государства, они не используются в качестве финансовых инструментов, которые сейчас закон позволяет. Поэтому оно соответствует требованиям времени. Но теперь, смотрите, пошла же полемика в другую сторону, потому что есть ряд депутатов, которые предлагают те же самые акции просто продать и считать, что деньги — это, как говорится, наиболее надежный эквивалент, и использовать уже эти деньги в качестве инвестиционного какого-то потенциала. Евгения Васильевна, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Это была программа «Акцент». Сегодня у нас была в гостях министр имущественных и земельных отношений Евгения Васильевна Григорьева. До свидания, до новых встреч.